Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Территория, подконтрольная повстанцам в Восточном Алеппо, за последние 3 дня сократилась почти вдвое. Если наступление Асада и русские авиаудары не прекратятся, город падет через 1,5 недели. Франция обратилась в Международный суд. Франция свяжется с генеральным прокурором Международного суда, чтобы обсудить, можно ли начать расследование. Ислам по-таджикски. Мусульманские богословы из Душанбе требуют в рамках борьбы с радикальной арабской модой проводить все службы в мечетях страны на родном языке. Исключение составят только суры Корана. Мать-героиня в воскресный день с мешком — это вообще очень тяжело. В Узбекистане милиции избиты правозащитники, производившие мониторинг подневольного труда местных врачей на хлопковых плантациях Всемирного банка. Стала наносить удары по голове кулаками, стала волосы мне рвать вот с этой части. Резня в Минске. В столице Белоруссии 17-летний подросток резал посетителей торгового центра бензопилой и рубил топором. С его слов, он разочаровался в человечестве. Ну, топором бы этим, если бы он махнул, он бы точно меня пополам бы разрубил. Умер Анджей Вайда, один из величайших кинорежиссеров современности. У 90-летнего польского гения отказали легкие. Я всегда обожал людей, которые боролись, даже если заранее знали, что это проиграна борьба. Франция решила обратиться в Международный трибунал расследовать российские военные преступления в Сирии. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Марк Эйро. Это заявление прозвучало в эфире местной французской радиостанции. Также Эйро добавил, что Владимира Путина во время его предстоящего в среду визита во Францию не ждет любезный прием. Действия в Алеппо следует квалифицировать как военные преступления. Есть факт военных преступлений. Об этом говорил генеральный секретарь ООН. Это не подлежит сомнению. Теперь надо определить сферы и меру ответственности. У нас есть международное право, Международный уголовный суд. Франция свяжется с генеральным прокурором Международного суда, чтобы обсудить, можно ли начать расследование. Тем временем, во время последнего голосования в Совете Безопасности ООН были заблокированы сразу 2 резолюции по ситуации в Алеппо. Одна из них, французская резолюция, предусматривала полное прекращение полетов над Алеппо, в том числе и над западной проправительственной его частью, где сейчас относительно безопасно и где проживает 1,5 миллиона человек. Французскую резолюцию заблокировала Россия. Совету безопасности предлагалась и российская резолюция, которая подразумевала немедленный вывод всех подразделений радикального движения Джабхат ан-Нусра и его союзников из Алеппо. Эта резолюция была выработана Россией совместно с представителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Против этой резолюции проголосовали Франция, Великобритания и США. Французский проект составлен наспех. Я искренне верю, что он создан не для достижения прогресса в сложившейся ситуации, не для помощи спецпосланнику ООН по Сирии, а для того, чтобы вызвать вето со стороны России. Я пытался объяснить, что это беспрецедентный случай, когда постоянного члена Совбеза ООН просят ограничить свои действия. Между тем, обвинения в военных преступлениях в адрес Америки озвучили повстанцы из международной военизированной организации ИГИЛ. Как сообщает информационное агентство ИГИЛ «Амак», американские самолеты нанесли авиаудар по мечети и по школе в городе Мосул, столице самопровозглашенного халифата. Как утверждают боевики, в ходе бомбежки погибло по меньшей мере 100 гражданских лиц, которые собрались на молитву. В самом окруженном Восточном Алеппо не прекращаются ожесточенные бои между армией Башара Асада и радикальными группировками повстанцев. За последние 3 дня правительственной армии Сирии удалось продвинуться к центру Восточного Алеппо. Особенно успешно наступление развивается на север города, где под контроль правительства Асада перешли сразу несколько стратегических микрорайонов. Правительственная армия оказывает поддержку формированию местных палестинцев и курдов, которые считают Джабхат ан-Нусру и ИГИЛ своими злейшими врагами.
Также войсками Башара Асада были отбиты крупные городские районы на западе восточного Алеппо. Были захвачены крупнейший электроузел и частично отбита у боевиков станция водоснабжения, которая обеспечивает водой и западную, и восточную части города. На этом направлении армия стремительно продвигается к центру Алеппо. В целом же только за последние 3 дня территория, подконтрольная группировкам радикальных повстанцев, сократилась в восточном Алеппо почти на 40%. Как считают военные эксперты, если натиск армии Асада и бомбежки российских ВВС не прекратятся, сопротивление боевиков будет сломлено к началу следующей недели, и восточное Алеппо падет. Единственным успехом джихадистов за последнее время можно считать контрнаступление на юге восточного Алеппо, где им удалось в ходе минувших выходных вернуть под свой контроль несколько городских кварталов. Однако, по последней информации, к настоящему моменту они все же были выбиты оттуда правительственными частями. Центр исламоведения при президенте Республики Таджикистан решил настоятельно рекомендовать жителям страны читать все мусульманские молитвы, это в первую очередь намаз и дуа, за исключением сур Корана, на таджикском, а не на арабском языке. Как заявили богословы, таджики всегда читали намаз и дуа на родном языке, но некоторые сейчас, в связи с модой на все арабское, переходят на арабский язык. С подробностями Анна Шервон-Арипов. Большинство таджикистанцев начинают и завершают молитву в мечети на родном языке, а на арабском читают только обязательные суры. Но в последнее время появилась тенденция читать намаз полностью на арабском, что насторожило таджикских ученых-исламоведов. Люди должны понимать, о чем говорят с Всевышним, считают эксперты, а механический повтор молитв без понимания смысла ведет к радикализму. Таджикский или арабский? Нет разницы между ними. По-таджикски тоже можно молиться, но арабский язык Корана более приближен к Богу. Язык — наше богатство. Надо молиться и на родном языке. На любом иностранном тоже можно. На английском, например. Ну и арабском или узбекском. Намаз и дуа я, честно говоря, читаю на таджикском, потому что я его понимаю. Нужно делать то, что можешь понять. Других языков не знаю и молюсь на родном. Полностью на арабском языке молится в основном молодежь. Для них это модная тенденция, и она пошла от тех, кто учился нелегально в малоизвестных и иногда даже нигде не зарегистрированных исламских религиозных заведениях Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Иордании. Чтобы прекратить распространение фундаментального ислама в стране, правительство решило вернуть этих студентов на родину. Так, с 2011 года по 2015 домой вернулись более 4000 молодых людей. Кроме того, только на арабском языке молятся представители религиозных течений и групп, запрещенных в стране: Хизбут Тахрир, Салафия, Джамуат Ансаруллах. В мире существует очень огромное количество манускриптов Священного Корана, которые имеют подстрочный таджикско-персидский перевод. Это говорит о том, что мы испокон веков, со времен еще формирования мусульманской культуры, придавали очень пристальное и важное значение вопросу правильного понимания и восприятия религиозных основ новой веры. Именно на таджикско-персидский язык впервые был переведен Коран и написано огромное количество религиозной литературы, а в хадисах, преданиях о словах и действиях пророка Мухаммеда, мир ему, встречается немало слов и фраз на фарси. В рамках общемусульманской концепции мусульманской юриспруденции они сумели создать и развивать обособленный толк в исламе под названием ханафитского толка мусульманской религии. И этот ханафитский толк не только сумел возродить культурные традиции таджикского народа, но сумел адаптировать основные нормы и моменты исламской религии к условиям
народов неарабского происхождения. Предложение Центра исламоведения Таджикистана читать намаз и дуа на таджикском языке не является обязательным к исполнению. Но уже не первый год власти страны и исламоведы последовательно борются с внешними атрибутами чуждых таджикам религиозных течений. Кроме пропаганды принимаются меры к запрещению ношения сатров и хиджабов и бород мужчинам до 35 лет. Даже есть определенный канон разрешенной бороды, не более 5 сантиметров. А во время молитвы сотрудники органов правопорядка следят за теми, кто молится не по принятым в республике суннитским канонам ислама. Анушерлон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Сотни кыргызстанских студентов, обучающихся в китайских вузах, не могут выехать на учебу в Китай. Посольство КНР в Бишкеке после недавнего теракта в диппредставительстве перестало выдавать визы. Студенты боятся, что их могут исключить из университетов. Репортаж Шавката Тургаева. Все эти ребята учатся в Китае, кто в Шанхае, кто в Пекине, а кто-то в Гуанчжоу. Начать слушать лекции в своих альма-матер они должны были еще в конце лета. Но теракт в посольстве КНР спутал им все карты. После случившегося дипломатическое ведомство визы выдавать перестало. Якобы техника во время теракта пришла в негодность. После взрыва необходимо оборудование, которое для работы консульского отдела было тоже чуть-чуть повреждено. 1,5 месяца студенты оббивали пороги МИДа и китайского посольства, но все без толку. Мольба о том, что их могут отчислить за непосещаемость, мало кого волновала. Не реагировал. Нас думали, студенты мы, молодые. Но мы на одном месте не оставались. Мы организовали группу и стали действовать. Мы звонили, писали. Я созвонилась с университетом, они мне сказали, что мы тебя лучше бы оставим на следующий год. Но для меня риск был это время. Я не хотела 365 дней находиться здесь, просто ни туда и ни сюда, остаться ни с чем. Грантники наши, которые учатся за счет нашего государства, они столкнулись с такой проблемой, что они боялись потерять свои гранты, и университет ничего им не отвечал, потому что ему никто ничего не сообщал, самому университету, и люди просто не знали, что делать. Лишь когда началась шумиха в прессе, выяснилось, что местные дипломаты могут оперативно решать проблемы. МИД за пару дней договорился с китайским посольством, что прием необходимых документов возьмет на себя. Со вчерашнего дня в паспортно-визовом отделе не протолкнуться. На сегодняшний день посольство Китая, китайская сторона согласилась на базе нашего центра по приему документов принять документы этих граждан, то есть принять все необходимые документы для оформления визы. Последующая обработка будет уже производиться в самом посольстве. Составили список студентов, которым необходимо выехать, и передали этот список китайской стороне, чтобы они довели до каждого учебного заведения, чтобы их не отчислили, сохранили их места, стипендии, квоты. Работать окна по приему документов будут еще 4 дня. За это время здесь обслужат более 500 студентов. Нам выделили целых 5 окон, обычно в посольстве это 2, то есть чтобы очередь проходила быстрее. На данный момент уже прошло около 200 студентов с 9 утра. Но 4 дней может и не хватить. У МИДа сегодня нет на руках полного списка всех студентов, хотя многие из них живут в регионах и, вероятно, не знают о начавшемся приеме документов. Шавкат Тургаев, Азат Интемаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Узбекистане избиты правозащитники, которые пытались осуществить мониторинг принудительного бесплатного труда местных врачей на хлопковых плантациях Всемирного банка. Правозащитникам удалось выявить очередные нарушения при сборе хлопка. Они пытались раздавать согнанным на плантации врачам и медсестрам листовки с детальными объяснениями защиты их прав. Медсестра? Сангрена? Сколько у вас детей? Детей, Бола. 5. Мать-героиня в воскресный день с мешком. Это вообще очень тяжело. А у меня 6. Детей? Да, конечно. Не корова. Понятно. Понятно? А почему вы к детям не едете в Ангрен? Кто ваших сейчас детей кормит? Сами кормят. Понятно. Мне тоже передайте, пожалуйста. Пожалуйста.
Напомним, что жители Узбекистана, включая детей и стариков, насильно привлекаются к сбору хлопка. Эта работа никак не оплачивается. В случае отказа людей увольняют с работы или лишают социальных пособий и пенсий. Сбор хлопка в Ташкентской области происходит под эгидой Всемирного банка. Правозащитников, среди которых была Елена Урлаева, задержали и долго избивали в отделении полиции. Это не первый арест Урлаевой. В прошлом году ее вместе с подругой, правозащитницей Малохат Эшанкуловой, задержали в городе Хорезм. Полицейские насильно провели у взрослых женщин гинекологический осмотр в поисках флешки с фотографиями и видео. В этот раз Урлаевой были нанесены серьезные травмы. Они меня стали грубым образом обыскивать, одежду поднимали, все это, брюки снимали, хватали меня. Потом одна вот эта вот Гульжахон, как ее называли, потом мне удалось узнать, что она Йонгурова, Гульжахон. Она мне стала наносить удары по голове кулаками, стала волосы мне рвать вот с этой части, ноги пинать за одежду, кричала, что я предатель, что я привела шпионов на поля. Здесь тоже вот сотрудник милиции кричал, что я, говорит, тебя убью, я убиваю всех предателей Родины. Один тоже милиционер подходил, пинал меня, кричали, говорит, ты, говорит, русская, говорит, тварь. Далее в программе. Резня в Минске. В столице Белоруссии 17-летний подросток резал посетителей торгового центра бензопилой и рубил топором. С его слов, он разочаровался в человечестве. Ну, топором бы этим, если бы он махнул, он бы точно меня пополам бы разрубил. Умер Анджей Вайда, один из величайших кинорежиссеров современности. У 90-летнего польского гения отказали легкие. Он всегда обожал людей, которые боролись, даже если заранее знали, что это проиграна борьба. Президент России Владимир Путин приехал в Турцию. Это первый его визит в Турцию после восстановления отношений. Владимир Путин принимает участие во Всемирном экономическом конгрессе, который проходит в Стамбуле. Также российский президент собирается обсудить с глазу на глаз с Эрдоганом ситуацию в Сирии, позиции по которой у стран в последнее время сблизились. Напомним, что в конце прошлого года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик у сирийской границы, после чего отношения между двумя странами резко испортились. Но спустя полгода Путин и Эрдоган помирились и в августе тепло встретились в Петербурге. По мнению экспертов, потепление отношений между Москвой и Анкарой связано с несколькими причинами, как экономическими, так и политическими. Выступая на Конгрессе в Стамбуле, Путин заявил, что страны планируют восстановить строительство газопровода «Турецкий поток». Мировое перепроизводство энергоресурсов неизбежно обернется их дефицитом и новыми непредсказуемыми скачками цен. И в конечном счете сильно ударят и по производителям, и по потребителям. Поэтому в сложившейся ситуации считаем, что заморозка или даже сокращение добычи нефти является, пожалуй, единственно правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики. Россия, как крупная энергетическая держава, всегда вносила и будет вносить свой вклад в обеспечение долгосрочного и устойчивого развития. Мы с турецкими партнерами, с президентом Эрдоганом подробно говорили и говорим и намерены реализовать турецкий поток. Тем временем Россия планирует открыть военные базы в Египте. Москва договаривается с Каиром об аренде военных объектов, в том числе советской военно-воздушной базы в Сиди-Барани, сообщает газета «Известия». У Советского Союза в Сиди-Барани была военно-морская база, которую советский флот использовал до 1972 года для наблюдения за боевыми кораблями США. В случае согласия с условиями обеих сторон уже в 2019 году база может начать работу, заявил внешнеполитический источник газеты. Россия, заявил анонимный источник, нуждается в египетской военной базе для решения геополитических задач в условиях нестабильности региона. Чрезвычайное происшествие в Минске. В одном из торговых центров, вооруженный бензопилой и топором, подросток напал на посетителей. Одна женщина погибла и двое ранены. Нападавшим оказался 17-летний Влад Казакевич. Правоохранительные органы установили, что он из состоятельной семьи, живет в трехкомнатной квартире отдельно от родителей. Когда после задержания его спросили, зачем он напал на людей, Казакевич ответил, что хотел их порубить.
Преступление произошло в торговом центре «Европа», куда Казакевич пришел с топором и бензопилой, спрятанными в чехле для гитары. По словам очевидцев, первую женщину он убил практически сразу же, ударив ее несколько раз заведенной бензопилой по спине. Это была 43-летняя работница центра. Вторая женщина, на которую напал Казакевич, зашла за покупками. Он ударил ее топором. Женщина госпитализирована, но ее жизни ничего не угрожает. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, получила легкое ранение. Вот что рассказывают о нападении те, кто стал свидетелем преступления. Он пришел с чехлом из-под гитары, там лежал топор, бензопилой он рубанул сначала по горлу, я запись смотрел на камерах. Мы ходили там скачивать для милиции. Рубанул, положил бензопилу, достал топор, скинул чехол и рубанул еще 2 раза, где-то по телу. И еще нашу уборщицу по руке полоснул. А он еще, когда стоял здесь возле меня, он поднял очки, посмотрел на меня так аккуратненько. Но он вообще никаких действий. Он мог меня достать рукой. Но топором бы этим, если бы он махнул, он бы точно меня пополам бы разрубил. Но ничего не тронул, посмотрел и все, и ушел. Он спокойный, очень был спокойный. По данным предварительного расследования, Казакевич 2 года назад проходил лечение в психоневрологическом диспансере. В момент совершения преступления он не был пьян или под воздействием наркотиков. Его состояние специалистам еще предстоит оценить. Также установлено, что юноша не принадлежит ни к каким политическим или экстремистским группировкам. На допросе он сказал, что так разочаровался в человечестве, что хотел убить как можно больше людей и самому быть убитым при задержании. В Польше на 91-м году жизни скончался выдающийся кинорежиссер современности Анджей Вайда. По информации польских СМИ, режиссер умер после того, как у него отказали легкие. До этого классик мирового кино несколько дней пребывал в коме. Анджей Вайда родился в 26-м году прошлого века в Польше в семье офицера конной армии и учительницы. Отец Вайды Якуб попал в 1939 году в советский плен и по одной из версий был расстрелян в Катыни. Спустя 70 лет от трагедии в Катыни Анджей Вайда снимет один из своих последних фильмов, который будет номинироваться на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Но все это будет гораздо позже. Во время оккупации гитлеровской Германии Польши 15-летний Вайда работает грузчиком в немецких мастерских, и это спасает его от принудительных работ в Германии. После войны Вайда изучает живопись в Академии изобразительных искусств в Кракове, а в 50-х учится в киношколе в Лодзе. В 1954-м снимает свой первый полнометражный художественный фильм «Поколение». И именно этот фильм является началом польской школы кино. А в 1957 году за свой второй фильм «Канал» получает специальный приз на Каннском кинофестивале. В 1958-м снимает один из лучших своих фильмов «Пепел и алмаз», который до сих пор многие кинокритики считают лучшим польским фильмом. За 60 лет творческой деятельности Анджей Вайда снял 40 фильмов в жанровом диапазоне от исторических военных драм до сатирических комедий. В качестве театрального режиссера поставил «Гамлета», «Бесов», «Преступление и наказание». Вайда был председателем Польского союза кинематографистов и даже сенатором польского Сейма. Его фильмы были удостоены множества кинонаград, в числе которых «Оскар», «Сезар» и «Феликс». Любимым героем Анджея Вайды как художника был слабый человек, проигрывающий, но не сдающийся. Так вспоминает Вайду его коллега, польский режиссер Кшиштоф Занусси. Анджей глубоко вырастает из романтического периода нашей истории. Он сам романтик, и он всегда обожал людей, которые боролись, даже если заранее знали, что это проиграна борьба. В том был его романтизм, и такого человека он всегда любил. Даже проигранного героя, но героя. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.